В Эжве открыли первый в республике микрореабилитационный центр «Стирая грани». Это домашняя служба реабилитации для особенных детей. Специалисты Центра соцзащиты населения будут выезжать в семьи, где воспитывают ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и заниматься с ним прямо на дому. Таких в Эжвинском районе, к слову, более сотни. Реализация проекта «Стирая грани» стала возможной благодаря финансовому содействию Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Во сколько обошлась такая поддержка, расскажет Елена Кононова. Программы для ноутбука, карточки для артикуляционной гимнастики, материалы для развития мелкой моторики рук. Специалист по развитию речи Елена Торлопова уже приготовила волшебные чемоданчики для выезда в семьи, где воспитываются особенные дети. Подобный опыт у сотрудников отделения детской реабилитации Центра соцзащиты населения Эжвы уже был, и тогда же стало понятно, насколько он востребован. Вообще родители очень рады. Дети, конечно, поначалу были так насторожены. Со школы ведь к ним приходят учителя, да, и тут мы еще. А теперь уже ждут, очень даже нас ждут. Уже звонят и записываются, когда вы к нам приедете. Сегодня в отделении детской реабилитации Эжвинского района в рамках полустационара ежегодно принимают более 100 детей с инвалидностью и еще столько же с различными нарушениями развития. Но для многих ездить в центр, к примеру, к тому же логопеду проблематично, а у кого-то и вовсе нет возможности по состоянию здоровья. Поэтому здесь родилась идея создания домашнего микрореабилитационного центра «Стирая грани». Мы с коллегами разработали проект, направили его в фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и получили грантовую поддержку, закупили оборудование на эти средства, и с этим оборудованием уже сможем выходить на дом. То есть деткам с особенностями в развитии уже не обязательно будет посещать прям полные курсы реабилитации здесь в стенах центра. В службу домашней реабилитации входят психологи, специалисты по адаптивной физкультуре, развитию речи и мелкой моторике рук. Для каждого сотрудника закупили необходимые для работы оборудование, дидактические материалы. Социальная мобильная бригада будет выезжать в раз в неделю. Для каждого ребенка создадут целый план реабилитации на учебный год. Обучат также и родителей, чтобы они могли закрепить результат. По словам эжвинки Инны Антоновой, таким детям такая поддержка особенно важна. Вдруг у него такой талант какой-то откроется, может кто-то петь будет, кто-то стихи писать. Какой талант, не то что дома сидит в окно просто смотрит. Конечно же, дети по возможности будут заниматься и в отделении детской реабилитации. Здесь кабинеты по проекту тоже получили современное оборудование. К примеру, вот такой логокомплекс. Теперь артикуляцию тренировать особенным малышам будет вдвойне интересней. Выбирай картинку. Губки. Молодец, умничка. Кстати, проект эжвинских специалистов высоко оценили на 12-м Всероссийском форуме «Вместе ради детей», который проходил в середине сентября в Сургуте. Сегодня авторы «Стирая грани» готовы свой опыт транслировать и на другие учреждения региона. К слову, в целом на реализацию проекта потребовалось более 4 миллионов рублей. Это деньги Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.